Гости Артем Пискунов, Гузель Галиуллина, актеры театра имени Карима Тинчурина. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, у вас премьера спектакля, как он называется, о чем он? Спектакль называется «Темный лес». Ого, вот так вот. Да, первое татарское фэнтези на татарской сцене, так скажем, первый раз. Драматурги у нас Луиза Янсуар и Резида Гарипова. Резида Гарипова также является режиссером этого спектакля. Мы это в свое время делали еще только эскиз на этот спектакль, еще до Нового года, так скажем. Тогда нас приютил татарский ТЮЗ, театр юного зрителя. Спасибо Гузель Сагитовой, которая нас приютила тогда в проект, в рамках проекта «Калеб». А вот теперь большая сцена и уже большой проект, так скажем. Фэнтези. Это «Темный лес» меня название больше пугает. Да, сразу настрой такой. Это философское, это драма, это комедия, может быть. Разумеется, это философское. Вообще, надо сказать, что вот возвращаясь к этому эскизу, который прошел до Нового года, и в качестве какого-то такого смелого эксперимента, можно сказать, потому что мы даже сами в то время не знали, к чему это все приведет, что мы сможем показать это все на большой сцене уже широкому зрителю, потому что тогда мы показали только узкой публике журналистов, прессе, а сейчас уже... Это пресс-показ такой, как бывает у фильмов. Это была некая такая проверка, действительно ли важно все, что мы сделали, действительно ли это отзывается в сердцах людей, и поэтому, когда вот произошли такие отзывы, мы получили обсуждения, появилась возможность реализовать уже на сцене. А возвращаясь вот к этому, к теме, на самом деле это вот, знаете, можно сказать о том, что это все такое... абсолютно нечто совершенно другое, что мы привыкли делать на сцене. То есть этот мир, он абсолютно выдуманный. Конечно, он основывается на мифологии, на сказаниях наших древних народов. Возвращение к Да, корням, это некое такое нечто другое, новое прочтение всей этой мифологии. И когда ты вот окунаешься в этот мир, ты должен полностью забыть вот эту повседневность. Там очень много философии, там очень много таких вопросов, которые, наверное, каждый человек должен задавать себе о своем бытие, о своем народе, о своем предназначении в этом мире. Вот все эти вопросы, они обсуждаются, раскрываются в этом спектакле. Вообще спектакль, тема очень серьезная, и нужно сказать, что зритель тоже должен быть... Вот на какого зрителя рассчитан, да? Ну, мы обычно как бы рассчитываем на всех, так скажем, на всех и на взрослое поколение. Ну, особенно на молодых. Ну, там, наверное, возрастной ценз 12 плюс, 16 плюс. Да, для того, чтобы быть в теме, необходимо как-то немножко быть подкованным. Подготовленным. Да, Ну, думаю, конечно, в этом плане как бы у нас все подкованы. Например, мы все знаем таких персонажей, как Шурале. Ну, мы как их знаем по Тукаю, Но здесь, детей. Но здесь немножко сказка все-таки, да. Смотрите, это все глубже намного глубже. «Темный лес», события происходят в прошлом, в будущем, в настоящем, или это параллельная другая реальность? Нет, это прошлое. Все-таки прошлое, это возвращение к корням, это история. Это история, это еще времена язычества, это еще когда было очень много... так скажем, персонажей, которые влияли на этот мир. То есть это такой мир, где параллельно существует мир духов, мир людей. И здесь это мифология уже что-то такое. И конфликт как раз происходит между духами и людьми. Опасно. Да, то есть быть вместе или же раздельно, к чему это приводит? Конечно, да, вот во время эскиза тоже было много вопросов и много каких-то таких претензий, то, что так нельзя, так не может быть. Ну, в этом мире, мне кажется, уже сейчас уже все может быть, поэтому просто надо... это правильно раскрыть и правильно показать. Когда говорят, что мы не знали еще, мы просто творили и не знали, к чему это придет, это же чистое творчество получается, да? Ну да, во время эскиза это было действительно чистое творчество. Это было поставлено за, ну, по-моему, за неделю-две. За неделю. Мы параллельно выпускали в нашем театре. То есть можно сказать, что экспромт на сцене даже такой был? Да, потому что за неделю мы там ночами репетировали, а теперь уже большая сцена, тут уже ответственность серьезная.